Продолжается подъем на Новом канале. В студии Татьяна Ажелевская, Егор Калиников. И у нас море гостей, я могу так сказать? Море. Да? Виталий Зорин, эксперт Национального реестра рекордов. Александр Зубенко и Анатолий Алексеев, собственно, рекордсмены, которые установили новый рекорд на 8-метровых лыжах. Доброе утро. Так, доброго ранку. Доброе утро. Віталій, мабуть, що перше питання все-таки поставлю до вас, оскільки ви експерт у цьому питанні. Для чого люди роблять ці рекорди? Є якийсь сенс, або, я не знаю, фінансовий, або емоційний? Для чого це все відбувається? Никакого смысла нет. И Прекрасно. когда рекордсмена спрашиваешь, зачем, это самый сложный вопрос. Потому что вопрос «зачем» направлен в будущее, на него всегда сложно отвечать. А вопрос «почему» направлен в прошлое. И оправдываясь, человеку проще отвечать. Поэтому любые поступки, которые достойны рекордов, кроме, наверное, спортивных, которые действительно приносят какие-то материальные блага, олимпийцы в первую очередь, то наши рекордсмены, как правило, кроме удовлетворения своих амбиций и, может быть, каких-то планов Тобто грошей немає? Грошей за це не вообще отримують? ничего. Понятно. И тем не менее, даже им пришлось за свой счет лыжи сделать, тоже не дешевое удовольствие. Ой, а можна показати, як хлопці дійсно на 8-метрових лижах? Звідки ця ідея взялась взагалі? Ну, лыжи были 5-метровые. Мы к Виталию приехали вообще совершенно другой идеей. Да. Боже! Но на самом деле это третья удачная попытка после того, как были предыдущие две неудачные. А где проходили катание? Катания планировались с Говерлы, но проходили на Ворохте на заброшенном подъемнике. Потому что был сильный буран, и мы просто не смогли их в такой ветер туда затащить. 8 людей, ничего собі. Да, лыжи были 5-метровые, мы их сами изготавливали. Приехали с одной идеей, в итоге после мозгового штурма принял решение, что будем все-таки делать лыжи и съезжать на лыжи. Ждать ли нам 12-метровых лыж? 14-метровых? Продолжение будет? Возможно. Есть бобслей, когда на санках катаются 6-8 человек, а на лыжах всегда катается только один. Высота, на секундочку, 920 метров над уровнем моря. Там уже кислородик так это чувствується. У мене просто таке враження, що наступним кроком буде це коньки, знаєте, на 9 чоловік одночасно, Татьяна, одни. идея сейчас вот просто так. Сдала. Расскажите, а как реализовать свою идею? Какова процедура установления рекорда Украины? Мне вообще сказали, что ребята будут в студии расстегивать 96 лифчиков одной рукой, нет? Хотели. Не сегодня? Хотели 96 лифчиков, не нашли девушек. Утро просто, Они когда узнали, кто будет расстегивать, сказали, ой, не-не-не. Процедура очень проста. У нас, кстати, ваш коллега, рекордсмен, который делал на себя 69 трусов, сейчас будет во второй книге на развороте, там, где речь идет о том, как подать заявку и грамотно все сделать. Все очень просто. На сайте это дело 2 минут подать заявку, и мы в течение 2-3 дней ее рассматриваем и выдвигаем свои требования или правила, если это того достойно, и ожидаем свершения ваших рекордов. Дело в том, что мы собираемся поставить новый рекорд здесь на студии. И хотим сделать единственное, наверное, даже в мире, выступление артиста перед живыми улитками. Стадионом живых улиток. А улитки будут хлопать? У них будут плакаты, растяжки. Они знают слова песни наизусть, потому что 4 дня находятся в квартире у артиста, слушают, внимательно учат. Це рекорд? Сколько улиток? 102. Предыдущий 103, придется 105 хотя бы домазать. А если учесть, что одна из улиток поет? Вот, да, конечно. Тогда да. Зовут ее Стас. Да, прости меня, Стас. Розкажіть, які найпопулярніші рекорди, які хочуть люди побити? Тобто є якийсь топ? Самые популярные рекорды связаны именно с самыми массовыми событиями, либо самыми большими предметами или самыми длинными предметами. Например, на днях ребята натянули в Крыму, на горе Сокол, это в районе Судака, троллей. Это такая тарзанка, по которой можно спуститься очень быстро, длиной 2 километра 22 метра. Это второй по величине результат в мире. Им всего лишь не хватило каких-то 100 метров до гиннесовского рекорда. И кроме этого, скорость на троллее максимальная, которая была показана, 232 км в час, это вообще что-то грандиозное, и такого вообще нигде нет. Не то что щеки, а делали хвостовое оперение для той подвески, в которой спускался человек. Для того, чтобы его не колбасило в потоке. А я хочу спросить, сколько денег, сколько средств потратили на установление рекорда вот этого с лыжами? С лыжами это к Саше? Да. Потому что я, к сожалению, в этом рекорде не участвовал. Мы готовили одновременно. Так получилось, что приключения, путешествия болеем мы вместе с Анатолием. И в тот момент, когда я спускался на лыжи, Анатолий
К сожалению, фотографировал только лишь вулкан в Эфиопии, который попал в National Geographic, да, вот в ноябрьский номер. А по поводу денег, ну, если так навскидку, это где-то вышло около 1500 гривен. Вот. На сегодняшний день, опять же, вот моя страсть к рекордам и приключениям и опыт Анатолия в путешествиях, есть идея грандиозного рекорда в Антарктиде, но это уже... Вот... Так, и что же в Ничего Антарктиде? себе! Ну, есть идея, два хотим мероприятия провести. Одно, я надеюсь, что точно попадет в Книгу рекордов Украины, и надеюсь, что попадет в Книгу рекордов Гиннесса. Есть идея в 2015 году провести пару рок-концертов в Антарктиде. Металлика 8 декабря. Они уже, да? Они уже скоро будут там. Реально? Технически реально, да. Ничего идея себе. есть провести на базе Вернадского и на базе Блинсгаузена. Антон, Бородатые люди, которые... Да. Реально, це буде дуже, як мінімум, Не весело. знаю. Да. И вторая идея, ну там пока еще технически я не решил вопросы безопасности, это на парусных катамаранах пройти к леднику Петермана в Гренландии. О, Боже! Ну, Анатолий пока уже там был действительно в проблема Антарктиде, и именно теперь вот спас желание работ, скажем совместить. так. Я думаю, вот этот рекорд будет стоить дороже. Да. Потому что как бы... Потому что столько ледников намутить в Честно. том месте. Ну там ледник такой, который намутил уже, он несколько лет назад уже намутил, да. Я бажаю вам успіхів в ваших рекордах. Єгор Клєніков, я думаю, що вся Україна зараз приєднується до ваших благодійних, скажімо так, намірів, тому що справді розважити людей в Антарктиді – це як і пінгвінів. Виталий Зорин, Александр Зубенко, Анатолий Алексеев в гостях у подъема. Он обязательно продолжится. А совсем скоро вы узнаете, Татьяна, что? Ми дізнаємося, які рекорди встановить співачка Ріана. Все це далі у підйомі. Ух ты, ничего себе. Так.